изъято для проверки ВИН-номера, я не знаю насколько, но говорят 10-месяцев дней. Вот, и все это сделал майор Башаримов. И еще раз подчеркиваю, да, человек, который прячется, на самом деле, как только Бухеля не пустили в здание РОВД, появился майор Башаримов и все 5 часов находился рядом со мной. И вся провокация была подготовлена абсолютно им. Потому что, когда мы выходили из калитки, он сказал: подождите, надо подождать. А чего подождать не сказал. Хотя у меня был ключик от моих личных вещей, в ячейке были мои личные вещи. Мы шли уже забирать, потому что все действия вот этого сотрудника уголовного розыска закончились. Потом он дал команду выходить, я вышел, увидел Бухеля, помахал ему. И в этот момент, ночью уже была, какая-то женщина локтем уперлась мне в живот и стала сползать вниз. Я вообще не понял, что происходит. И работники милиции в штатском меня сразу втянули назад на территорию вот этого гаража. Ну и все, дальше я весь день рождения провел в камере ИВС. Вчера меня почему-то не выводили на суд, вот такая ситуация. Сейчас только доставлено. И опять майор Башаримов крутится где-то здесь вот рядом. На что это было сделано? Я понятия не имею, почему именно со мной. Я знаю, что еще был задержан Владимир Лапцевич, журналист, его били, у него были ссадины на лбу, я это видел, мы вместе были в ИВС. И был задержан Александр Хамратов, знаю, что его возили в скорую помощь, не знаю почему. Все, потом нас развели, меня держали в одиночной камере. Всем абсолютно, конечно же, понятно, что идут выборы, и мне понятно, что я выборы поведу в тюрьме, надеюсь, что там революция. Я вообще не знаю новостей. И личных вещей у меня сейчас вообще нет. Вот этот протокол мне дали утром, он поддельный, потому что на самом деле я один из протоколов подписал вот здесь, написал свои тлумачения, да. На самом деле, кто такой Гомонов, я не знаю, потому что все документы на меня составлял Полосков, есть такой майор, вот. А потом появились какие-то документы Гомонова, я даже в лицо не знаю, кто этот человек. Поэтому дело абсолютно сфальсифицировано от начала до конца. Того с машиной это никак не связано, а уже... Я думаю, машина это была причина доставить меня, потому что работники ГАИ вначале сказали, что проверят документы, потом искали контрафактный алкоголь, и потом уже сказали, что ВИН-номера. Все, хорошо, извините. Да. Так, твой акт у меня. Да. Хорошо, ставить. Журналисты остаются все. Бураков Александр Владимирович. 06-08-74. Город Могилев. Республика Беларусь. Выше. Разведен. Жанги. Дочь 5 лет. Журналист. Город Могилев, космонавтов, 52-59. Да. Здесь очень правительный экзамен имеется только 24, да?
Да. Я девушка обязанности по предусмотрению статьи 4 Регламента Республики Беларусь, имеете право знать, что вам изменяется ремонт, или защита, представлять доказательства, делать доказательства, высказывать свое мнение по поводу заявления, представить другим участникам процесса, давать жалобы, отзывать трудные жалобы, ну и обязаны являться, подчиняться законным распоряжениям. Это понятно? Да, это понятно. А вы есть полностью? Отводу суду есть, потому что на гражданку Виктория Полякова, временно исполняющая обязанности судьи, насколько я помню, я писал заявление в прокуратуру, если не ошибаюсь, в Следственный комитет, о том, что она незаконно осудила меня по статье 23.34 в мае месяце. Я считаю, что то дело было абсолютно политически мотивировано. Я в жалобе в прокуратуру описал статьи Уголовного кодекса, которые были, по моему мнению, нарушены. Поэтому у меня доверия к судье нет. То есть вопрос по причине того, что я воспринимала административный ответ. Да, я считаю, что незаконно, да, и я считаю, что у нас с вами очень плохие отношения из-за этого. И вы можете быть, конечно У меня же. лично с вами плохие отношения. Ну, я думаю, что да, учитывая, что у вас писала жалоба, я думаю, что у вас тоже может быть интерес, как это такой вот. Вы мне писали жалобу? Я на вас писал жалобу вам. Сюда. Ну вы слушаете, что я говорю? Я сейчас все рассказал. Все. Хорошо. Замечательно. Поддерживаете? Да, поддерживаю. Время замещения. Меня задержали в 19:10 сотрудники ГАИ. Я ехал на машине по Заречью. Они вначале сказали, что права проверить. Мы проверили права. Потом откройте багажник, надо было, я только посмотреть, не перевожу, я контрапартного капот. Я открыл багажник, нет, не перевожу. Потом они говорят, покажите, откройте капот, чтобы сравнить ВИН номера. И потом якобы один номер ВИН не читается, то идентификационный номер. Они говорят, давайте проследуем в Ленинский РУВД. Я говорю, ну давайте. Под конвой ГАИ мы проследовали в Ленинский РУВД, и там буквально через 10 минут началось что? Короче, пришел, видно, начальник, не знаю, какой-то человек в штатском всем руководил, и появился в штатском майор Башарев. Это какой-то там начальник или замначальник ООП, вот, который и ранее составлял на меня эти протоколы. И дальше вот они вызвали сотрудника уголовного розыска, лейтенант, по-моему, Тепляков, если я не ошибаюсь, и он начал процедуру. Они были очень долгие, порядка 5, где-то до 11 длились. И вот этот Башаримов постоянно, Башаримов постоянно находился рядом со мной. Машина сейчас осталась стоять на территории Ленинского РУВД. Вот, и когда я заходил в РУВД, там все личные вещи отдаются в ячейки. Мои были в ячейке номер 6, у меня, соответственно, был помещатель в ячейке. Когда все процедуры закончились на стоянке на территории РУВД, да, мы стали выходить. И выходить не через внутренность РУВД почему-то, а именно с внешней стороны через калитку. Меня сопровождал вот этот вот лейтенант был уголовного розыска, Башаримов был с этими с приборами дозора, и еще 2 человека в штатском, которые крутились вокруг машины, я так подозреваю, работники милиции, да, но они уже были за калиткой. И вот мы выходили, Башаримов говорит, подождите, надо подождать. Я вот тогда вот на первой мысли, уже возле калитки сам. Вот, получается, открылась калитка, я пошел, ничего не подозревая. Вот, поворачиваю налево идти к входу в РУВД, в этот момент идет какая-то женщина, и я заметил, что милиционеры странно стоят вот так вот вокруг. Но я уже понял, что, я чувствовал, что будет какая-то провокация, конечно, да. Вот, какая, я не мог, знаешь, они вот даже на это придут. И получается, я иду, и какая-то женщина вот в таком, в темно-коричневом одета была, да, она просто вот на меня вот так вот локтем оперлась и начала сползать. Я вообще не понял, что к чему. И я увидел Бориса Леонидовича, и ему стал кричать. Говорю, что Борис Леонидович здесь. То есть ранее вы знали эту Нет, вообще впервые вижу. А милиционеры стали кричать, зачем же вы, женщину там что-то вот так. Не сказали, не говорите ничего, а зачем вы женщину вот так. Я поворачиваюсь как какую женщину, и вот эти вот милиционеры в штатском меня уже подняли, просто занесли назад за эту каюту. Мы прошли реально 5 шагов. Все. подняли за руки, взяли? Я, честно говоря, даже сам не знаю, но нет. Они схватили тебя, то есть схватили его с двух сторон, я как-то такое ощущение, что я ногами как-то вот попу уже Кроме того, оказался что стоит. вот она сползла на землю, еще какие-то действия. Нет, все, я больше вообще ничего не видел. И даже вот эти документы, они
я их поднял и отдал. Вот, отлично. У меня даже эти документы пропали, да, и все. И с этого момента... Ты требовал документы. Подождите, это документы на машину, которые не Они выпали. упали зачем? Ну, выпал, так она же на меня свалилась, они мне просто выпали из рук, я же их в руках держал. Вот они выпали, они меня взяли под руки и заволокли назад на территорию вот этого... А эти документы лежали, стоял на Да, да, колене, и не могу встать, ой-ой-ой, что-то там ныло. Женщина? Да, женщина Да, на крыше стояла. вначале А мы мне сказали, эти что... документы даже, я поднял, Она мне уже милиционер говорили, Башаринов сразу ушел. С милиционерами на меня составляли протокол совсем другие люди. Вот это вот точно, вот этот документ мы дали сегодня утром в МВС. Я вот здесь отказывался расписаться, а здесь у меня были мои объяснения. Хорошо расписанные на самом деле. Я писал, что Боманова глаза не видел, другой человек оставлял все протоколы. Вот я хочу посмотреть, что у них там. Получается вот это вот, вообще новая писулька. Вот и все. А дальше, я час сидел вообще, не понимая, что происходит, потому что мне никто ничего не говорил. Какой-то прапорщик меня охранял провода, и все, ничего не происходило. Тогда я Варцевича видел побитого, обратно мы там встретились. Все, и как бы вот такая вот ситуация. Теперь послушайте, вы читали вот это, в чем В машине, да. Я, потому что мне вначале говорили, что у нее сильно разбита нога. Нет, ее вы читали, что здесь написано? Сегодня читал, да. Да, что якобы вам сделали замечание. Нет, вы не- не создавали, ничего такого подождите, нет. препятствия Да, для да. других граждан, стал выражаться в этой связи в нецензурном ранее, из-за чего вышел, я ничего не слышу. толкнул двумя руками в грудь Пощенкова, чего последний упал на землю, не причинив себе телесного повреждения, совершив иные уголовные действия, нарушающие общественный порядок, окружающий явную организацию. То есть в данном случае, когда мы сделали замечание на то, что вы должны себя осторожно вести, пропускать других граждан, вы стали выражаться нецензурно, а потом толкнули ее уже в грудь. Понимаете, вот что вопрос. Я же стоял рядом. Подождите, в этой связи вы должны давать показания, а не то, что вот вы там шли, она на вас Нет, упала, и все нет, остальное. смотрите, но здесь суть ведь в том, что при этом милиционеры, я думаю, что камеры на видеонаблюдении есть, и у милиционеров были вот эти дозоры. И я думаю, что имеет смысл уголовного розыска лейтенанта. А они же в штатском были. Сейчас же камера. Те двое. Штатском Послушайте, же были. сейчас же камеры нету. Да, мы можем ходатайствовать? Это мы можем ходатайствовать. Ну вот. Я в данном случае, чтобы вы правильно Нет, понимали, это я правильно в чем понимаю. заключается Да, ваше да, административное да. правонарушение, Понял. и как вы должны Понял. показывать, что говорить. Первое, никто меня ни о чем не предупреждал первое, да, потому что мы двигались, я в сопровождении сотрудников РОВД. Что значит А- замечание передвигаться осторожно и не создавать препятствий для других граждан? Смотрите, ну не было Сколько такого. там Это было Вы 11 часов говорили, ночи. что там никого не было. Вы были одни. Да, понял. Для кого создавать препятствия, для кого чего-то что-то. Я же вам сказала, подождите, мы разбираемся, вы потом будете разбираться. Каждый делает и выполняет свою работу, понимаете как? Не стойте надо мной и не фотографируйте. Понял. Она ко мне навстречу шла. Всем привет, нагадаю, это судовий процес над Олександром Булаковим старшим. Його затримали напередодні, його машину затримали дві. Обвинуватили, що несоправданно номери. Ну, что такая подстава описана. Зладили провокацію і зараз іде суд по артикулі за хуліганство. Можно предположить, что она споткнулась. Она споткнулась, либо подстава, она сделала себе, замечание должны быть ей, а не вам, что вы никому ничего не препятствуете, ничего не делали. Понимаете, да? Дальше, не создавать препятствия для перестал выражаться в нецензурном праве. Если вам не надо было делать никаких замечаний, вы не создавали никому препятствий, то вы и не могли выражаться, тем более вы в состоянии своего воспитания и всего остального никогда не выражаетесь в нецензурном праве. Поэтому, а тем более там, толкнуть меня Было 11 часов вечера. Я темно, никого не было.
сведения Буракова об отводе установить. В этом состоянии лицом, который будет информацию в законе, будет на суде, в связи с тем, что ранее ей может закон перевешен административной ответственности, решил и переводом жалобные действия, после чего считает, что таким образом не имеет неприязненного отношения. После 5 регулярных событий Беларуси переданы исчерпывающий перечень оснований работы в суде. Считаю, что заявление Буракова не подлежит удовлетворению, так как факт перечня ранее административной ответственности не свидетельствует о прямом либо косвенном заинтересованности в суде Буракова, рассматривающего дело в исходе дела. На основании изложенного правовой правил статьи 5.4 Регламента Республики Беларусь постановление вопрос заявления лицом в отношении которого административный процесс Буракова в суде, рассматривающего дело административного полномочия Буракова на основании. Установление обжалованного представления заключения. Продолжаем. Дать возможность ознакомиться с материалом. Вам, да? Да. Я не ознакомился. Мне сегодня утром дали какой-то протокол, который я впервые вижу. Хотя на самом деле я писал объяснение в том протоколе, который был в УВД, а вот этот господин Гоман делал уже не был. Хотя он указывает, что подписывал и давал свои объяснения в протоколе. Протоколе самого? Да. Сколько там людей перебрали? 15 хвилин перепинок зараз для того, щоб адвокат змог ознайомитися з матеріалами справи. Ну, уже зараз бачно, що справа абсолютно шита білими нитками, тому що наші журналісти елементарно підставили, причому самим злочинним чином. Коли наші співпрацівники міліції так працюють, то що казати про шарових громадян? Організують провокацію і на цій підставі забирають незалежного журналіста. Ну, це просто дикунство. Нельзя робити так простим людям. Тут самі міліціянти виступають фактично в ролі провокаторів, яких це не зрозуміло. Я особисто вельми обурений фактом. І вже зараз зрозуміло, буде вельми цікаво послухати свідчення цих міліціянтів і цієї невідомої жінки, яка фактично спричинялася до того, ну, підсадна качка. До того, що журналіст був обмежований і він не змог освітляти виборчий процес в нашій країні. Ми будемо сочити за розвиттям подій. Я ще б хотів відзначити, що особисто мене закрануло те, що Бураков свідчить, що Володі Лапцевича, так само наша журналістка, були які побої. Це буде вельми зрушило, будемо чекати суда над Лапцевичем, щоб особисто висвітлити всі обставини. Безумовно, Білоруська асоціація журналістів буде подавати скарги на всі мовчі інформації, інстанції. Ну, далі будемо коментувати це. Я нагадаю, це був Борис Вирвич, старшина Могилевської філії БАШ. Борис, можна ще питання? Ви ведаєте що-нибудь, якась інформація нова про молодшого Буракова? Ну, по стані на раніцю Буракова здоліли нарешті знайти.
як ми і міркували, забрали його все ж супрацовники міліції, хоч вони вчора відмовлялись во всіх райвідділах і навіть управлінні внутрішніх справ Могилевського облвиконкому. Мы уже думали, что посеред Могилева прорвались российские наймиты и хапают незалежных журналистов. По словах наших, ненаглядных президентов наших, их там под 200 штук гуляет. Но оказалось, что это не так. Все-таки был адвокат с долей сегодня ранится и домовчища, что Олександр Бураков-молодший знаходиться у ізолятора часового утримання. Покуль у суд не поступили матеріали справи, але ми міркуємо, що все-таки його справа буде розглядатися сьогодні в одним з судів. Ну, будемо відсочувати ситуацію і будемо зв'язуватися, буду давати коментар. Дякую. Зараз ми спробуємо порозмовляти з батьками Олеся Буракова-старейшого. Це його мати. Добрий день. Добрий день. Ну, як у вас відчування, як самовідчування? Ну, яке відчування? Переживання. Ну, Добре, тут у нас ніяка технічна приймалася замінка, я пробачаюсь. Зараз ми протягнемо трансляцію. Господи Борис, зараз візьмемо коментар Бориса Валерьевича. Скажите, Борис. Вот это, может, 5 метров, может быть, там просто очень уединенное место. Нет, нормально. Почти судья покинули только 10 человек. Господа Борис, несколько слов. Ну, все ж таки, вы вчера комментовали на видео, что... Дело в том, что я здесь свидетелем, поэтому я... все, добро. Нельзя давать сейчас покажу сюда. Олег Лагеєв. Добре. Я ще ми запитаємося у намісника старшині БАШ Олега Агеєва, як от він відноситься к таким усім подіям. Ну, те, що відбувається, це, безумовно, чергові репресії супроти свободи слова. Це перешкоджає журналістам працювати якісно, перешкоджає громадству отримувати докладну інформацію об тим, як іде виборчий процес, і що інше відбувається в Україні. Тому, безумовно, ми будемо сушити за гэтымі судовими процесами, які сьогодні відбуваються в Могилеві, і, безумовно, без реакції вони не застануться. А можете трохи прокоментувати, чи були які затримання вчора у Мінську, наприклад, ну, такого подобного кшталту? Складно сказати. Я з вчорашньої раниці знаходжусь у Могилеві і не можу сказати, що відбувалося вчора у Мінську. Треба питатися у наших колег, які там залишилися. Не ведаю, що кажуть. Ну, а як вам, ось, ви там, звичайно, з мінськими органами, скажімо так, контактуєте, як вам наші могилівські? Ну, специфіка, безумовно, є. Щиро кажучи, те, що відбувається в Могилеві, на жаль, відбувається шмат у яких городах, де міліція хлусить, де міліція не у той час, який потрібно повідомляти о затриманні, не повідомляє нікого з свояків. І навіть коли адвокати спробують довідатися об льосі своїх подоборонних, адказують наглухо. Гэта, на жаль, стало не тільки в Могилеві таким маркером праці сучасної білоруської міліції, і це вельми велика проблема. І вчора, здається, була інформація, що ви збираєтесь подавати там у ОАН скаргу, ну, вже в більш високі інстанції. Ми знаходимося в контакті з міжнародними установами, і у тим ліку по виниках сьогоднішнього процесу, безумовно, будуть проінформовані у тим ліку і органи ОБСЄ, органи Організації Об'єднаних Націй. Вони до нас прислуховуються, і їх потребування до білоруських владів, вони завжди тичаться того, как белорусская держава не перешкоджала журналистам працевать в відповідності і з національним законодавством, і з міжнародними стандартами в этой галине. Дякую.
Ну, не, все ж таки запитаю, ну, а ёсць нейкі спадзеў, што хоць у нечым пасля выбараў хаця бы зменіцца сітуацыя? Вельмі складана рабіць прагнозы в Беларусі. Можна толькі нагадаць, што адбывалася, напрыклад, у 2010 годзе пасля выбараў і першая палова 2011 яна была азначана яшчэ больш. Паглядзім так. Вы скажите, как там революция? Вы были вчера? Минск там их нигде не пускают, девчонок. Они приехали посетить православное мероприятие. В результате людей туда понабежало очень много для поддержки. Ну, в общем, красавчики. Минск молодцы, конечно. Перемен включили. Даже оператор с этого. Даже детей пацанят врубили перемены, и там уже подбегали, выдирали из колонок шнуры, чтобы Конечно, новостей вообще не говорит. Саша моего тоже по машине, тоже номера. Сначала я Ну, по вот машине. знаете что, номера это они в отместку вот за наш видос, там же 220 тысяч видео собрало, вот отместку они делают номера, и реально вот по схеме, как с водителями Тихановского, у них же тогда тоже на месяц забирали машины, потом отвали, вот один в один, типа они показывают, что вот, типа вот так, ну пусть делают, господи. Сашка, я хочу, чтобы Генеральную прокуратуру... Это потом. Я думаю, что надо будет писать там Следственный комитет, я думаю, что надо будет возбуждать какое-то дело, потому что Башарим вообще, ну это подлог. Абсолютно. Что? Нет, машина пока на 10 дней, пока не придет какой-то там этот эксперт, а эксперт может идти 10 дней, может месяц. Короче, якобы номер не был виден из-за там что-то в кузове, на самом деле он был просто короче, это накладка такая резиновая, под резинкой был. Я отодвинул резинку, он все читается. Ну, так она такова машина. Скажи, Парень пришел. что в протоколе написано? Что ты типа лаялся матом? Короче, что якобы я выходил из РУВД, шла женщина, сделала мне замечание, а я на нее начал ругаться матом. Она что-то вам сказала, якобы я ее толкнула, она упала. Ну, короче, это такой трэш полный. Олесь, а вось калі ўсё гэта адбывалася, і там у РВД просто звычайно выпадкова аказаліся тыя міліцыянты, якія звычайно такімі справамі займаюцца. Ну, там никто выпадково не оказался, потому что на нараде на медиапортале Могилевском, да, я 5 числа сказал коллегам, что у меня есть опасения, что меня могут закрыть просто принципиально на 6 августа, потому что 6 августа у меня день рождения. Вот так оно и получилось. И, собственно говоря, когда 5 числа вечера меня остановил ГАИ, я уже точно знал, что проведу на ИВС несколько дней. Ну, скорее всего, до выборов. То есть там не было никаких случайных людей. И единственное, что, конечно, вот тот механизм, который они избрали, я думал, что, конечно, там могут чего-нибудь пристебаться, что-то придумать. Но, грубо говоря, нанимать как-то человека, какую-то женщину, чтобы она падала, один в один, как с Тихановским. Но я считаю, что это низость уже, это уже такое вот, я просто, вот если вы видели, я с Башаримовым даже не смотрю на него. Мне лично, это мое личное мнение, мне человек гидкий просто. Вот у меня блевотный рефлекс, когда я на него смотрю. Но вот, к сожалению, мы живем в такой стране. Я не знаю, я знаю, что Лапцевича били, у него были ссадины на лбу. У нас было минуты 2 пообщаться, мы сидели напротив в изоляторе. И он сказал, что да, что его били и его привозили в кайданках. Да. Мені питання до майора. Ленінський райвідділ обсталюваний відеокамерами? В милицию, в РУВД. Нет, до вас. Обсталюваний видеокамеры? Нет? Это не милиционер, это просто человек, который меня в штатских вез сюда, кто-то забрал мои вещи все и не отдал, я не знаю. Ну, я же командир, майор как минимум. Командир. Так Ленинский райвідділ обсталюваний видеокамерами? Конечно, обсталевали, но я вот думаю, что надо, что просто в Следственный комитет писать, да, чтобы поднимались и видеокамеры и возбуждать уголовное дело. Ну, потому что, что это за фигня? Да как вчера внука забирали. А внука что, забрали? Да. Вот этот На виду 2 судов прокуратуры среди бела дня люди стояли,
моего внука схватили в Штернга, без формы, без ничего, тихари. Я не верила, что бывают тихари. Первый раз видела такое. Я на их кричала сволочь в обе, потому что они были в папу. Все потянули на задворки и укинули в машину. Среди бела все, сегодня плюс 16 часов суток. Сашка, жалобу прокурору я отдала. Молодец. Надо жалобу писать, конечно, только жалобу. А главное, на органы власти, правопорядка, суд. Где же люди будут искать защиту, как не в этих местах? Люди ж куда идут? В суд и прокуратуру, как орган власти, орган защиты. А тут на глазах у всех похищают человека. Что нельзя было ему дать повестку, и чтобы по повестке он явился, как будто бы он по повестке не явился бы. Я не понимаю этого. Выдали по повестку, человек по повестке явился бы. Зачем похищать человека? И главное, не в форме, неизвестно, не представились, кто такие среди бела дня. Это правильно действуют органы власти. Как фамилия? Правопорядок. Не признается. Куда же тогда люди признаются? Буракова. Ну там это в суде материалы дела, надо будет знакомиться, там все будет прописано. Кагабистов не может быть, потому что кагабисты не считаются. Не, ну ты считаешь, надо задержать, Там подойти, проводы лучше все повесить. Расписался и все, и закон выполняется. Ну, как так у нас здесь? Я первый раз такое видела. При мне были и Машерова, и Кебича, и Домашерова. Ну такого не было. Таких выборов я еще не видела. Хотя мне уже 80 годов. Бачите, ябри, які у нас відбуваються події, хоча це і, скажімо так, і не таємниця ніяка, вже шмат хто до гэтага призвичаюся, пробачте. Так, присутствующие, обращаю ваше внимание, что если вы сидели в судебном заседании, то вы должны сидеть тихо. Не запрещено с кем-то переговариваться, либо высказываться с кем-то, либо еще чего-то. Поэтому, если замечу, попрошу удалиться из зала. Все? Согласно протоколу административного правонарушения 6 августа 2020 года, Воронова меняется в вину, потому что он 8-2020 года, примерно 21:07, находился в доме 16 по улице Тверевской, города Могилева, столкновение с Васильковой, переводится Тверевского рода, города Могилева, расположенного по указанному адресу. После возникшего конфликта на сделанное замечание передвигать осторожно второй препятствия, другие граждане там было частным на грани. После чего вышел полковник генерального Васильковой, от чего последний упал на землю, не причинив телесных повреждений, совершив умышленные действия, нарушающие общественный порядок, выраженные явным неуважением к обществу. Он совершил правонарушение в 417.1 Кодекса административных правонарушений Республики Беларусь. Прокурор, знаете, пожалуйста. Что? Понятно, наследие правонарушения? Да, совершенно понятно. Вы знаете, вы свои Нет. Даю пояснение. В районе 23 часов, точно времени не знаю, так как мои вещи находились в ячейке номер 6 РОВД Ленинского района города Могилева в сопровождении майора Бушаримова, лейтенанта уголовного розыска РОВД, фамилию не припомню, мне кажется, Тепляков, но надо смотреть в документах, которые у меня были утеряны. Надеюсь, да. И под надзором еще двух явных милиционеров без формы, чего я делаю этот вывод, потому что они до того были возле моей машины, когда шла процедура отклеивания. Они вышли заранее.
Мы подошли, майор Башаримов сказал, что все процедуры закончены, можно идти в здание РОВД, забирать из ячейки мои личные вещи. Мы подошли к калитке гаражей РОВД, после чего майор Башаримов сказал, что постойте, надо подождать. Мы поясним, чего подождать. И вот в тот момент я тогда понял, что, видимо, процессуальные действия не кончены, и, видимо, под любым предлогом меня доставят в ИВС, потому что они идут президентские выборы, и, видимо, команда просто зачищать всех, кого только можно. Вот так оно и получилось. По какому-то сигналу майор Башаримов открыл калитку, сказал мне выходить. Я вышел, прошел примерно шагов 5, ну, может, там 7-10, и увидел Бориса Альминовича Бухина, который, очевидно, меня возле РОВД ожидал. Я подал ему знак, что Борис Альминович здесь, и в этот момент я почувствовал телом, что что-то происходит, потому что я не обратил внимания. На самом деле дорога была практически пуста, там людей не было, за исключением вот этих милиционеров, которые стояли как бы полукругом практически, ну, получается, за моей спиной. И, получается, шла женщина, которая вообще не обращала внимания. И в какой-то момент она локтем как-то уперлась мне, наверное, в живот и стала сползать вниз со словами типа «ой, ой, ой», что-то такое. Я вообще вначале не понял, что это такое, Борису Ильичу машу, хочу пройти дальше, да. В этот момент вот эти сотрудники в штатском схватывают меня за руки и по команде Башаримова просто втягивают в эту калитку назад на территорию гаража. Все, больше я вообще ничего не видел. После этого Башаримов с теми людьми резко уходит. Меня сажают внутри РОВД на скамеечку, примерно час. Я находился под надзором какого-то прапорщика, который хотел идти домой, и со мной вообще ничего не происходило. Мне не говорили, почему я задержан, что, как вообще, просто ничего. После этого появился майор Полосков, составил все документы, и меня вызвали в ИВС. А протокол, который мы сегодня дали в ИВС, вот этого административного правонарушения, якобы Гуманова, официально могу заявить, что я Гуманова даже в лицо не знаю кто это. Он не составлял ни одной бумаги, то есть я с ним не встречался, не пересекался. Ну, собственно, и все. Сколько вы вышли из здания РОВД? Смотрите, я еще раз говорю, что все мои личные вещи лежали в ячейке номер 6, в том числе и мобильный телефон. Наручных часов я не нашел, потому что когда появился мобильный телефон, я время определяю только по телефону. Поэтому точно я сказать не могу. Когда вы выходили, вы отдали личные вещи, не отдавали? Нет, личные вещи мне уже отдали, когда везли на ИВС. То есть мы не дошли до метров 10-12, наверное. Кто сказал? Кстати, кто сказал, либо еще всех ударили? Каким сказал? Да. Поскольку какое время вы выходили, а сотрудники милиции шли за вами, либо рядом с вами? Ну, смотрите, майор Фрау, я у него постоянно спрашивал, еще даже в РОВД. Сотрудник уголовного розыска составляет документы, напротив сидит Павел, смотрит на меня. Я у него спрашиваю, что вы здесь делаете? Он говорит, что я вам не обязан ничего объяснять, все. Вот такой разговор. И Павел, Башаримов, да? И Башаримов находился вот локоть в локоть практически. То есть он стоял рядом, вот стоит Башаримов, стоял в форме, Башаримов был без формы, получается, и лейтенант удивлялся тоже, того, что происходит. И еще он два таких здоровых лама, шамоновца, может кто, но в штатском состоянии. Ну вы вышли из калитки вышли, вы прошли, вы сказали, что где-то 5 шагов сделали, 5 метров, 5 шагов. Нет, не 5 метров, 5 шагов. 5 шагов. Там всего. Сотрудники милиции шли наравне с вами? Да, наравне со мной. Почему? Потому что Башаримов меня сопровождал до ячейки. Там же они закрылись, здание РОВД сейчас может закрываться. То есть меня туда, возможно, не пустили. Мы все вместе шли забирать мои вещи, чтобы я мог забрать и якобы пройти. А вы вот вышли из калитки, вы повернули направо, налево? Да, конечно, налево. Налево. То есть это гаражи. Ты поворачиваешь налево, и там буквально через 5-10 метров. Вы выходили из калитки, где
гаражи, да? Да, так, машина стоит на территории гаражей РОВД. А вот эта женщина, она в поле вашей видимости какой момент? Вы знаете, но она как-то не идет женщина, она вообще, я на нее не обратил внимания. То есть я обратил внимание, когда она уже на меня как бы стала ну, фактически кидаться. Я вообще не сообразил, что происходит, а потом уже, когда Башаримов говорит, что типа, ой, типа, там, дал команду звать, тогда я уже понял, я сразу заявил, что это, конечно же, полнейшая провокация. А кто-нибудь, кроме сотрудников милиции, еще кто-то был? Нет. На самом деле, нет, смотрите, Бухель стоял с кем-то разговаривал возле РОВД. Я могу пояснить это так. Вот здание РОВД огорожено забором таким прозрачным, ну, как-то плотно, да? А здание, как его, гаражей, вот забор вот такой сплошной, то есть металлопрофиль получается, да? И я просто видел, что он стоял гораздо дальше, он стоял вот на границе между металлопрофилем и вот таким прозрачным забором. На территории РОВД, либо за территорией? Нет, на этой же дорожке, за территорией, конечно. Чтобы зайти на РОВД, надо было выйти из калитки, пройти по улице Тимирязевской и зайти в здание РОВД. На каком расстоянии примерно он стоял? Бухель? Ну, вот мне казалось, что, ну, наверное, на расстоянии метров 5, может, 8. Там на самом деле расстояние очень короткие, такие там. Нигде. А с кем он разговаривал? Я не знаю, с кем он разговаривал. Я не видел, потому что, ну, я не знаю. Я познал его по бороде, что вот Бухель темно было, и я ему просто стал махать. Во что была эта барышня? Помните? Как мне показалось, что-то такое желто-коричневое, если не изменяет. Но я ее видел как вообще. Я ее увидел, когда она уже там вот по мне сползла, как бы сверху вниз. Да, и мне кажется, желто-коричневое с такими крапинками черными. Платье или что? Платье, да, она была в платье. Не признаете личной правды, что данный граждан не толкали, не забыли, не выражали? Нет. Она падала при вас? Ну, вы знаете, она падала на меня вообще. Да. Ну, фактически, да. То есть она фактически упала или она не упала? Нет, она не упала. Смотрите, она вот как бы опираясь локтем, как бы сползла, да, оседала вниз на колено, как мне кажется, направо. И говорят, типа, ой, а что у нее, ой, да, вот непонятно. И Башаримов говорит, что же вы девушку, а что девушку не говорит, потому что видите, ее никто не бил. Вообще, она сама начала вниз сползать и все. И он даже фразу не закончил, что вы девушку. Да, вот что? А ничего. Потому что я не поняла, вы повернули налево, шли, и девушка эта шла вам навстречу. Да, она шла навстречу. Она ваше внимание не привлекла? Идет посторонний человек. Места там много, да, что мне на него обращать внимание? Еще кого-то видели вокруг? Что? Еще кого-то видели вокруг? Нет, только милиционеры. Время темное, там вообще, как правило, никого не бывает. А фонари были? Фонари были, то есть, да, освещенность была достаточно. То есть, видно было все. На самом деле, как бы, как, ну, не сумерки, да, даже ярче, чем сумерки. То есть, в принципе, видно было хорошо. А дальше куда эта женщина? Куда? Понятия не имею. Меня как бы вот, у меня было ощущение, что даже я не своими ногами шел. Меня как бы подхватили под руки, внесли вот за калитку, потому что мы от калитки, ну там расстояние маленькое. Вот буквально 5 шагов назад все. После этого Башаримов с этими милиционерами ушли, они стали за калиткой. Нет, Башаримов меня все-таки доставил внутрь и потом слился. А вот те милиционеры, по-моему, остались за калиткой. Потому что потом меня вели через этот черный вход внутрь помещения. И вот тогда поставили какого-то охранника, Башаримов со всеми остальными вообще ушел, я их вообще уже не видел. Да, скажите, пожалуйста, вы сказали, что женщина шла вам навстречу, да? Да. Вы в это время шли спокойно, либо бежали? Нет, смотрите, ситуация какая. Я в сопровождении 2 сотрудников милиции, один из них уголовного розыска, иду забирать из ячейки свои вещи, и ключ у меня был от ячейки вот этот милицейский.
То есть они меня просто сопровождали. Мы шли медленным, размеренным шагом, чтобы позволяло всем нам комфортно троим передвигаться. Скажите, наносили ли вы данной женщине какие-либо удары? Послушайте, я человек спокойный, равновешенный, я вообще никогда никому удара не наношу. Нет, нет. Выражали себе нецензурные правила. Я член церкви реформации, я не ругаюсь матом около 10 лет, более 10 лет. Скажите, пожалуйста, вы сказали протокол об административном правонарушении, когда состоялся в этот же день, то есть 5-го, когда вы передвигались таким образом, двигаясь к зданию Ленинского РОВД, либо на следующий день, либо это была ночь, когда это? Смотрите, это была ночь. Меня в РОВД Башаримов оставил. Там какой-то прапорщик был такой черненький, ну, не русский, условно говоря, русский не только корректно, да? И его, он уже должен был идти домой, его оставили охранять меня. И в течение часа не происходило вообще ничего. Вот, я там сидел, видел коллег Лапцевича и Хамаратова. И протокол начали составлять ночью, примерно через час. Ну, я так понимаю, что это уже была ночь, это уже именно 6-е число, то есть это уже было не 5-е. В данном протоколе вы учиняли какие-либо записи, давали ли свои объяснения? Да, смотрите, потом пришел, чему я был удивлен, пришел майор Полосков, через 2А почему-то писалось Полосков, да, и он стал составлять бумаги, причем меня удивило, что он вообще ничего не видел, нигде не присутствовал, и вообще ничего не делал. Вот. И только при этом я ему делал замечание, что он по телефону кому-то давал мои установочные данные, личные данные. Вот. После этого он дал мне на подпись протокол, один протокол, потом мы перешли в какую-то другую комнату, и он мне дал еще один протокол, уже не помню, как он называется, да? Но при этом в протоколе уже фигурировал другой милиционер, по-моему, тоже майор, но при этом он вообще даже не видел меня лично, я его не видел, я его не в лицо не видел. Знаете, и получается, что там есть в середине графа подписать, а внизу есть дать объяснение. Вот я вначале дал объяснение, и я написал, что вот это вот милиционер, которого я не видел, что его вообще не было, в таким тонах, и расписался. Вот в нижней части я подписал, а в середине нет, я отказывался расписаться, потому что это я в протоколе, который вы давали объяснение, что было написано, в чем вас обвиняли, либо считали, что вы совершили? Вы знаете, в том протоколе вообще не было ничего, и я их в прессе везде добивался, чем меня обвинять, потому что там было просто написано согласно статье 17.1, и все. Вот все, объяснения в том протоколе не было. Конкретно в чем обвиняют, да. И когда я спросил у этого Полоскова, что мне предъявляет, он сказал, надо приказ, у него все. Скажите, протокол о задержании вас, административного задержания, вы составляли, видели это? Знаете, не могу сказать, что мне на руки не дали ни одной бумаги. Даже протокол личного обыска мне копию не дали. То есть, протокол административного задержания давали вам? Нет, смотрите, копию мне не давали вообще ничего. Вот этот протокол, который вы пишете, мне его дали сегодня утром в МВС. А вы где-то расписывали, что вы его получили? Нет, мне просто вручили и все. Я так поняла, что в связи с тем, что вы не получали, вы не расписывались? Видимо, собственно, да. Нет, вот в протоколе Полоскова я расписался. Вот там, где был Полосков, да, я его вижу, он там что-то говорит, да, вот мы с ним разговаривали, там я расписывался. Там, где я вот никого не видел, там какие-то новые люди, нет, там нет. Вас опрашивали 6.08.2020 участковый Полосков. Да, Полосков, да. Что вы сделали мероприятие? А вы не могли бы громче говорить? Я просто не могу слышать. 6.08.2020 в 00 часов 05 минут вас спрашивал участковый инспектор Полосков. Вы пояснили, что по существу могу пояснить, что сегодня, 5.08.2020, около 15:20, меня доставили сотрудники ГАИ Ленинского РОВД города Небедово, так как не возникли сомнения в подлинности номера моего автомобиля.
На территории Ленинского РОВД города Могилев я находился примерно до 23 часов 5 минут. Да, я Мы помню, стали очень к этому много. я относиться. Ну, После чего мы стали выходить на улицу, а именно со мной был сотрудник Ленинского РОВД города Могилева Башаримов. И в момент, когда я выходила за пределы территории РОВД, ко мне подошла незнакомая мне женщина, которая облокотилась на меня локтем и стала изображать падение. В это время ко мне подбежали сотрудники милиции, которые стали меня задерживать, так как женщина стала кричать. По моему мнению, это была провокация и преследование меня по политическому признаку. Я ничего противоправного не совершала. Более пояснить ничего не могу. Смотрел запись, наверное, мной прочистили. Вы сами писали или писали? Нет, как ты писал сотрудник, да, потому что он кричал, это, она не кричала, она просто говорила ой, и все. Ну, это как бы не совсем не крик. Ну да, и вот этот я подписал, по-моему, там вот. Да, ваши подписи. Да, это было слово, да. А почему не указываете о том, что несколько сотрудников было? Ну, смотрите, я ему говорил все. Он написал с моих слов вот так, как он написал. Да как вы почему не добавили? Смотрите, чего я не добавил, потому что, опять-таки, ночь, и я вам честно скажу, что в моем возрасте ночь дается уже не так легко, как 18 лет. Ну, я как бы подписал, потому что, вот он, типа так, я говорю, пусть будет, все. Вот так не знаю. Хотя это нам надо было еще вписать, но, смотрите, я просто точно не помню фамилию сотрудника уголовного розыска. Вот его фамилия будет в документах на машину, а они у меня выпали. То есть вот в тот момент, когда сотрудники милиции меня втягивали назад, они мне даже эти документы не дали ни поднять, ни сами не поднять, то есть они упали. А там была полностью фамилия вот этого сотрудника уголовного розыска, который оформлял машину. У меня еще вопрос. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вот там стоял ваш человек или еще с кем-то, да? Да. Находились там рядом, практически сказали, 5-8 лет стояли, да? Ну, где-то так. Видели они вот то, что с вами происходило? Смотрите, на мой крик «Борис Леонидович, я здесь», Бузик обратил внимание на меня, повернул голову. Это было еще до столкновения? Нет, смотрите, я его окликнул один раз, он продолжал разговаривать с человеком, там, не говорил роста. Я говорю, Борис Леонидович, и потом я ему стал кричать, что провокация, когда он обернулся и, по-моему, пошел на сон, но в этот момент меня уже втянули, все, там, это буквально секунды. Видел он, либо не видел, можете говорить? Видел или не видел что? Ну как он может так вести? Ну, я думаю, что что-то он видел, а что он видел, я не знаю. То есть вы, я правильно поняла, что он разговаривал, он в тот момент, когда вы его видели, он с кем-то разговаривал, стоял к вам лицом, либо спиной? Богом стоял. Да. Вы сказали, позвали его, он на вас посмотрел. Да. Далее что? А далее меня подхватили под руки и все. А когда, в какой момент вы закричали провокация? Ну, смотрите, вот я прохожу, несу в руках документы. Иду никого не трогаю. Вижу, что это очень понимаю, что это меня. И я ему говорю, что Борис Леонидович, я здесь. И вот в этот момент примерно, да, она как бы вот все происходит, и я понимаю уже, что происходит, и в этот момент Башаримов начинает говорить, ой, что же вы, девушка? Да, и я уже понимаю, что просто то самое было с Тихановским в Гродно, да, когда милиционер надо, проститутка бегала за ним, да, и я понимаю, что все, шоу закончено. И я ему сказал кричать, что Борис Леонидович, это провокация, и в этот момент меня под руки и уводят, То есть в калитку. он разговаривал с напротив стоящим человеком, Да. тот тоже стоял по бокам. Да, то есть Бухель стоял лицом как бы к РОВД, а человек... левым боком к вам, да? Да, левым. А человек стал спиной как бы к РОВД, к этой, как раз, да, и ниже ростом еще, помнишь, он... Но сам Бухель откликнулся на то, чтобы... Да, он повернулся, он как бы... Он пошел в вашу сторону, либо стоял? Мне кажется, что он пошел. Когда он увидел, что это я, то он пошел. А что значит кажется? Что? Что значит кажется? Ну, смотрите, это все было, как вам сказать, это все происходило одновременно и мгновенно. Но он на меня посмотрел, это я видел, точно. Да, он пошел в сторону. Вопросов нет, если просим попросить в качестве свидетеля Бухеля Бориса Леонидовича и Киевского Дениса Александровича во время стояли на
Борис Леонидович и Киевский Денис Александрович. Они есть, да? Да. Ну, это пока один, который у нас вызван, сотрудник милиции, Башарова, да, фамилия, Башарин Павел Викторович. что не говорят, 86. есть рождение, Майор гражданство, Беларусь. образование, Выше. где работаете? Заместитель начальника отдела охраны по порядку и профилактики Ленинского ОД Владимир. Евгений 116, да? Знаете? Да, знаю. Может быть, предупреждала ответственность, как вы звонили, что не выдали за нужную причину, подписали, да? Знаете, пожалуйста, разумею, что у него будет факт содержания в рамках. Значит, Буракова Александра Владимировича привезли в Ленинское ОВД сотрудники ДПС ГАИ. Это где-то было уже вечером, наверное, часов 19 сразу, где-то так. По 5 августа. да, 5 августа. По вопросу со своими номерами, там было, значит, его доставили к сотруднику уголовного розыска, после чего также я спустился вниз, где сотрудник уголовного розыска пока проводил мероприятия по досмотру и всему остальному. Потом поднялись в служебный кабинет, начали выполнять служебную документацию, после чего спустились вниз для осмотра машины. После осмотра машины выходили. Это уже было поздно, это было около 22 часов, плюс-минус. Потому что, уже темно. Значит, выходя, обсудили все организационные вопросы, тогда, что Александр Владимирович был очень недоволен, что задержали его на машину, высказывался по этому поводу очень возбужденно. Затем, когда мы выходили с территории двора, у нас территория РОВД отождествлена, и проходы все по ключам. Значит, подошли к дверям, я открыл дверь, дверь была достаточно узкая, поэтому Бураков вышел первый. Вот, и я где-то спустя, может, минуту выходил за ним. Вот. Когда я выходил, он услышал, что Бураков разговаривает, или девушка с ним обращается, точнее, к нему. И когда я вышел уже на территорию проезжей, улицы Тимирязевской, скажем так, за ворота, то увидел, что Бураков отталкивает от себя эту барышню. Она упала на колено, на правое колено, начала кричать, плакать. Вот. И после чего я сделал ему замечание, его отодвинул к забору, там, блочным забором угля. И после этого, чтобы не продолжалось никаких там конфликтов, завел его обратно на территорию РОВД.
он держался, не давал себя отстранить от нее, поэтому у меня было такое решение принято, чтобы не продолжать этот конфликт, а завести его обратно на территорию. Скажите, пожалуйста, вы сначала услышали женский голос, да? Ну, да, когда я выходил, то я слышал женский голос, вот, и только не совсем не понимаю, обращалась, понимал. Вероятно, она обращалась к нему, но только что там, какими словами, потому что Это был как? Ну, обычно это спокойный голос, как разговор? Нет, голос был спокойный, то есть если бы она там крикнула, я бы, конечно, было бы... А что говорила, вы не слышали, я правильно говорю? Ну, что она говорила? А когда вы вышли, что конкретно было? Я видел, что Бураков отталкивает ее от себя. Ну, когда он выходил, до этого как бы это все обсуждали по машине. Может, он от этого был возбужден, и так это вылилось у него, накипело. Вот после этого его отстранили сюда к забору. А потом что как развивается? Ну, затем по территории двора завел его в оперативную дежурную службу для того, чтобы он, во-первых, успокоился, ну и, во-вторых, уже для дачи правовой оценки. А девушка? А девушку на улице, опять же, там молодой человек повел, она в отделение, поэтому он ее повел через главный вход туда, в Ленинской области. Я не писала его имя. Ну, вероятно, я уже с ней не знаю, не занимался. Вы с ней не общались? Нет, я с ней не общался. Скажите, пожалуйста, а вы один сопровождаетесь, уходили в Буракова? Мне тоже уполномоченный был, но я когда выходил, он еще остался на территории, там, поэтому, так сказать, А когда события вот эти вот вышли, увидели, там пытались держать Буракова, а кто-то еще находился рядом? Ну, находился, девушка была, какой-то молодой человек и еще мужчина был. Ну, там, грубо говоря, там какой-то пятачок небольшой, там было порядка. А они где были мужчины, парень, где они ходили до когда вы вышли? Ну, там не парень, там один мужчина лет 40, а один достаточно пожилой. Они где были, когда вы вышли? Они были один на входе в калитку РОВД, там буквально метров 10, грубо говоря, калитка. Вот. А второй стоял где-то на расстоянии 3 метров. Мужчина, который лица. Так они потом подбежали, подошли к этому? Ну, это вот, да, мужчина, который 40 лет, он подошел к этой девушке, спросил, там, что случилось, предложил помощь, и он ее уже заводил, потому что я с Бураковым зашел через ворота. А во что была одета девушка? Так, девушка была одета, наверное, розовые, ну, светло-розовые штаны и белые. Да, скажите, пожалуйста, как далеко было вот этой калитки, из которой вы выходили с выражением? Что было далеко? Ну вот все происходило как далеко от калитки. Вот Бураков вышел, вы сказали через минуту 10 минут. Так? А от калитки на расстоянии сколько? Вы встретили женщину Буракова? Вот калитки, наверное, 2. Скажите, пожалуйста, Ну, может 3, ну, там шагами не. Скажите, пожалуйста, Бураков в это время, вы сказали, он отталкивал женщин, да? Каким образом это происходило? Можете показать это? Как? Руками. Ну, они шли там промежуток, пешеходная дорожка не очень большая. Очень большая. Я вам просто
И что вы увидели? Что он ее отталкивает? Да. Каким образом? Руками. Она стояла, Нет, бежала. она шла навстречу. Но она шла, я понимаю. Так, а что предшествовало тому, чтобы ее оттолкнуть? Что? Падала на Я него же и не что? знаю, что у меня предшествовало тому. Ну, насколько плотно она стояла к нему, когда он ее отталкивал? Так он. Ну, я расстояние не делал. Ну как он ее отталкивал? Может, Руками. ну как, вот так вот оттолкнул? Руками. А чего вы так, например, если вы сказали? Я же не знаю, что это. Не можете сказать, да? А когда женщина падала, в какой момент? Когда толкнул, когда она не толкнула. Так она как вот оттолкнула? Вы показываете вот так оттолкнула. Каким образом она упала? Вы говорите, на коленке там упала? Ну, да, вот это. На два колена она упала или на одно колено? Как она упала? Наверное, надо. Наверное, или вы не видели? Я не видел. А? Я видел. Я видел, что она упала на это. И она была в ребенке, что как вы сказали, да? А на какой колено упала? Ну, что скажите? Направо. Скажите, вот парень, который ее как бы поднял и куда-то, ну, либо они пошли, либо он завел ее куда-то, это был ваш сотрудник милиции, либо это был посторонний, я так не понял? Кто ее поднимал, как бы говорил, что с вами случилось, это кто был? Я видел, что парень был в рубашке синего цвета, но не милицейской рубашки. Но это был ваш сотрудник милиции? Я у него, знаете, документы не проверял, потому что был занят гражданином Буракова. Поэтому сказать, был это сотрудник или не был, я не могу. А каким образом потом женщина появилась у вас в Ленинском? Если вот этот парень, как бы, каким образом вы ее уже потом нашли, либо вычислили? Я ее не находил, я ей не занимался. Поэтому я и говорю, что А кто ее, ею занимался, скажите? ну, я не изучал все действия, направленные там, на организацию этого материала. Скажите, кроме вас, работников милиции, кто еще там находился? с Бураковым рядом? Она находилась в РУВД, Нет, когда вы выходили из калитки, вы закончили уже да, там находился действия. тот полномочный, который оформлял документы полномочия. Как его фамилия? Фамилия его Тепляков. Скажите, Гуманова такого вы знаете? Конечно. Участвовал во всем этом? Составлял какие-либо там документы? Я не могу отправки? составлял документы или нет, потому что я там не находился. А где там вы находитесь? Здесь составляю. Нет вопросов? Спасибо большое. Фамилия, отчество. Фамилия, отчество. Бухлин Борис Леонидович, Число месяца рождения. 27 декабря 1954 года, Место рождения. Быков, Гражданство. РБ. Образование. Подождите. Не спешите. Выше, Где работаете? 87, Где проживаете? Перекоренная 9, 87. Знаете гражданина? Да, Неприязненные отношения не нормальное рабочее отношение. Я предупреждаю об ответе на отказ от выполнения даже деньги, либо дожидаю до можно приземления. Скажите, пожалуйста, как фамилия. Выйдите, пожалуйста. Как давно знакомы, в каких отношениях находитесь?
В нормальных дружественных, нормальных отношениях. Мы знакомы уже много лет, поддерживаем нормальные человеческие отношения. Родственником вы не являетесь? Нет, родственником не являюсь, предприятельных отношений тоже не имею. Скажите, 5 августа 2020 года, где вы находились, ну, вечернее для нас? Я являюсь правозащитником, и в тот вечер много людей было задержано, в том числе Александр Кураков. Ну и я как раз вышел из избирательного участка, наблюдаю, и мне позвонили, что Александр Кураков задержан, и что не повезли в РВД. Я сразу же пробежал в РВД, и где-то с 19:30 до 0 часов, до 12 я находился возле РВД. И заходил, и спрашивал. Я когда приехал, он уже был, его только что привезли, я с ним поговорил, там полковник из ГАИ, который его привез. Ну и вышел позвонить, сообщить о задержании жены Александра Куракова. Как только я вышел, дверь сразу закрыли. И стали пускать только соблюдать санитарные нормы. И после этого я постоянно находился в РВД. Несколько раз мне удалось через какое-то время зайти в РВД, но Александра уже подняли в Тюмени. Я периодически заходил туда узнать. 3 часа прошло, спрашиваю, 3 часа прошло, вы или на эволюцию отправляете, или отпускаете? Что с ним? Мы с ним работаем, мы с ним работаем. Никакой другой информации не давали. Поэтому я вынужден был ждать, надеяться, что его или выпустят, или же увижу, как его увозят на эволюцию. И где вы ждали? Прямо, или же или на территории Ростовенечка, или же чтобы контролировать, его же надо вывести и на машине, не просто вывести. Если отпускают, то выходит через центральный вход, а если вывозят, то вывозят на машину. Поэтому мы стояли, чтобы видеть выход из РОВД и чтобы видеть ворота и калитку откуда транспорт. Вы сказали, мы стояли, с кем вы стояли? Что? Вы сказали, мы стояли, с кем вы стояли? Я стоял, там было много народа, приезжали журналисты, и все, стоял Алексеевич, который написал, мы с ним решили написать жалобу, что нас не пускают в фойе. Кто еще с вами стоял? Стоял также, правильно сейчас скажу его фамилию, я его записал. Да, Киевский Денис Александрович. Его товарища задержали, и он ждал, когда его отпустят. Тоже он был на велосипеде, катался возле или стоял. Это товарища вы имеете в виду Киевского задержали? Да. Не, товарища Киевского задержали, и он долго стоял, пока мои там, Лапцевич зашел и написал жалобу. У него замечание предложение о том, что это такое, президент говорит о коронавирусном психозе, а РОВД не обращает внимания и продолжает вроде коронавирус побежден, а нас из-за этого по формату. Перед этим еще была все заходили, только мы появились, нас перестали пускать, потому что якобы это надо соблюдать санитарные нормы. И он написал, что и потом он зашел, потом все меньше и меньше народу, я остался один, где-то уже 10:30, журналисты там разъехались, я остался один ждать. Стоял этот вот киевский, я подошел к нему, поинтересовался, что у него случилось, он стал рассказывать, и мы стояли перед входом, я так, чтобы контролировать дверь в центральную группу и ворота, чтобы на дороге. А Денис Киевский стоял, как раз вдоль смотрел. У него велосипед стоял, он с велосипедом стоял вдоль и смотрел в сторону ворот транспорта. Где-то в 11:02, 11 часов уже было, выводят 2 человека, выводят, темно уже было, сумерки, не то что сумерки уже были, но фонари горели, но темно
виновата была. Выводят человека и два милиционера. Далековато, я так это... И проходит женщина. Когда мы разговаривали, в это время за нами прошла женщина. И она проходит, да, справляется с человеком, которого вывели. Я так смотрел, зрение не очень, и сумеречно было. И она подходит, что там происходит, и падает. И Борис Леонидович, это провокация. Ну, Александр меня узнал, и она к нему и падает. Он ничего не делал. Улица пустая была, народа никого не было. Никаких криков. Очень тихо, мирно. И вдруг этот инцидент. Она на четвереньках стоит: ой, помогите мне встать, помогите мне встать. На четвереньки такого. Ну, на колени. Вдруг она что-то... Колени, локтями касаются земли. Да, руками. И кричит: помогите мне встать. Этот киевский бросился ей помогать, я сразу бросился к Александру, что происходит. А эти уже его схватили и держат. Они все штатские были. Эти, которые его задержали, штатские были. И Александр еще кричит, что отдайте акт на машину. Я знаю, что задержали машину, потому что в интернете было и рассказывали. И он мне сам рассказал, что сначала его задержали за то, что якобы палевную водку возил, потом якобы в угоне было. Но я знаю, что в таких случаях составляется акт, когда машина задерживает, для проверки. И этот акт лежит перед этой женщиной. Я сразу понял, что это, тем более, раз женщина эту бумагу даже не реагирует на нее, значит, это... Я сразу поднял, смотрю, что акт, который Александр спрашивал. Я забрал его, потом отдал родственникам. А его тут же увидели, что, но Александр говорит, это провокация. Но он ничего не делал, ни шума, ничего. Эта женщина проходила мимо, как он сказал, уже это свидетель, который киевский. Ну и вопросы, вы свои. Ну, так он сказал, что она каталась, он ее видел, что она долго стояла, ждала команды, видимо. Он катался вдоль забора, прокатится, потом стоит опять по нитке что. А эта женщина перекроется, светофора там все время, и прошла по нему туда, когда Александр. Скажите, пожалуйста, вот вы стояли возле калитки, то есть, напротив, где входят люди в РОВД. За территорией Ленинского РОВД. Да, достаточно, чтобы видеть ворота. Вот. Вы стояли спиной, либо... вот так стоял. Вы стояли спиной... Полоборота. Ну, дослушайте мне, дайте мне вопрос задать. Вы стояли спиной, либо лицом к Ленинскому РОВД? Я стоял в полоборота. Я стоял так, чтобы смотреть, и кто будет выходить. Потому что я просил, чтобы дежурный, если что-то, мне сообщил. Что они... Я поняла, что было. Скажите мне, пожалуйста, вы спиной либо лицом стояли? Я лицом в РОВД стоял. А киевский? А киевский стоял боком и смотрел, потому что он на велосипеде вдоль забора. Ему же сказали не облокачиваться, милиционер выходил на это, потому что долго ждали. И он стоял, и я когда с ним разговаривал, я стоял, смотрел, что туда и туда смотреть, а он смотрел на меня, но я расспрашивал про юридическое, что никаких нет проблем. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вы услышали или вы увидели, когда кто-то выходит из-за ворот, там пошел? Увидел. Вышли, отъехали эти ворот, ну, расстояние какое между вами примерно было? Что? Расстояние между вами какое примерно было? Ну, такое, которое, нужно по плану посмотреть, даже точно сказать. Я стоял точно, вот калитка, я стоял вот так вот это вот дальняя, сколько заворачиваешься, стоял калитка, и смотрел туда и туда, чтобы видеть было. Так, а этот парень стоял, Он тоже стоял полубоком, но нет, он стоял прямо, он смотрел на меня, потому что я
Я здесь стоял, вот он здесь стоит, да, ближе к забору. Я чуть отошел, он у забора с велосипеда, смотрит на меня и смотрит вдоль. Как раз в сторону, как вы водили вдоль забора смотрит. Ну, а я стоял вот так и смотрел, чтобы лицом и посматривал. Когда вы разговаривали, вы что, друг на друга смотрели? Нет, смотрели мы, я что, я смотрел и на него, и посмотрел. Да, просто для цели была следить. Так. Открывается, выходят люди, но далеко, кто выходит, зрительно, темно уже, сумеречно. А там не освещались, фонари не светили? Светят, но слабо. Там сумерки. Вы увидели силуэты? А? Силуэты увидели? Нет, просто люди выходят, но различить, кто конкретно. Вы не поняли сразу, что это правда? Выглядели. Я сразу, когда выходит, сразу начинаешь смотреть. Свой, не свой. Так, я сразу смотрю, кто там выходит. Ближе. И ведут сюда. Так. Ну и вдруг а за спиной проходит женщина. Подходит и что-то там происходит. Вот они поравнялись и что-то там. И на землю. Что происходит? Вы видели, что происходит? Женщина, как я сейчас понимаю, что Александр, потому что когда он стал кричать... Вы видели? Да. Вы понимаете, то есть предполагаете. Нет, видел, что они там далеко было. Для меня это... что она к нему, не он к ней, а она к нему. Что-то там произошло. Что-то произошло? Да, и она вдруг он ничего, то, что он ничего не делал, это однозначно. Она к нему... Отмашки руками не увидели. Ничего не махал, ничего. Она упала. Она вдруг на четвереньки падает на четвереньки. Упирается руками, ладонями. Я со спины видел ее. Ну, так я говорю, вы на четвереньки. Я понимаю, просто. Не, я видел ее со спины. Ну. Что она так сделала? Ну, вы говорите, что она упала. Как она упала? Сама упала. Ну, хорошо, сама упала. В какую позу она упала? На четвереньки. Уперлась ладонями. Да, я говорю, колено, помогите встать. Киевский бросил с детьми помогать. Что случилось? И я, так как Александр стал Борис Леонидович, что зрение хорошее, он сразу, Борис Леонидович, по фигуре меня знает. И вы пошли в его сторону? Я не пошел, побежал к нему. Побежали. В тот момент, когда он закричал провокацию, и вас... Да. А дальше? Я побежал мимо этой женщины, а эти мужики, даже не штатские, не милицейские, вернее, не в форме. Я мимо этой женщины и к Александру стал с ним разговаривать. Пытаться. Он кричит, делает акт. Я увидел, что это бумаги лежат. Прямо впереди. Вот она на четвереньке стоит, а перед ней эти бумаги лежат. Верните, дайте забрать. Это так. И я его забираю. Но я тогда уже сразу к этой женщине забрал эти бумаги. Но ни криков, ничего, ни людей не было. Там, дальше как развивались события? Что с Бураком? С Бураком события развиваются сразу глаза. Выскочил в это время, из центрального входа, выбежал милиционер, тоже в штатском, который меня не пускал. Он один из тех, кто меня не пускал. То, что Борис Леонидович, отойдите так. Выскочил к этой женщине и сразу же увел эту женщину. Да. Ну, а Буракова завели, и я еще до 12 часов ночи ждал, спрашивал, что, чего, как. Потому что ждал, я думал, Лапсевича выпустить, пошел писать объяснительную. И сколько можно писать, давать объяснение по собственной жалобе. И потом уже в 12 часов ночи очевидно, что... еще же это самое... ждал, пока там же их обратно задержали.
И поэтому Хамратова забрала скорая. Позвонили, что скорая его ушел, скорая его отпустила, домой к нему съездил парень Шерденко, друг его держал. Дома нет, в больнице нет, я опять спрашиваю, а где Хамратов? И короче, 12 часов сообщение не старался, ну, значит, уже ясно уже, что счет. Или они на МВС, и шериф не выпустили. В 12 часов ночи я ушел. А вы видели, были ли это вот этой женщине какие-либо телесные повреждения? Жаловалась? Она просто, ой, помогите встать. Стоит на страшно, и все. А вы что могла делать? Ну, серо было. Ленин особо не обращал внимания. На него среднего роста, так женского. Все. Я тут же убили. Понимаете, стрессовая ситуация. Я пробежал, смотрю, этот худает, и этот милиционер, который выбежал с утра, он ее убил. Ну, по словам еще, когда я ушел, как мне это сказали, потом свидетель сейчас, кто там был, и он сказал, что его друг рассказала, что она потом очень мило общалась с милиционерами. Сидела, не хромала, ходила, потому что его друга выпустили. Но этого мы не можем свидетелем, потому что у него нет документа на обвинение. Тоже свидетель здесь рядом, который находился в РОВД и видел как раз, как его как раз должны были выпустить уже, видимо, потому что как я ушел, минут 0:15 примерно его отпустили. И он рассказал, что эта женщина мило, очень мило беседовала с сотрудниками РОВД. Мы считаем, что это подстава, самое настоящее. Когда вышли, что тихо было. Только единственное, что стало часть, Борис Леонидович там отстал. Потому что, ну, если мы были там, что это сколько метров 20, сколько там, скажите, сколько там метров будет? 30? Нет. Ну, метров 20, видимо, есть. Калит пишет, это метр. Ну вот, где-то на середине этого, что это произошло. Ну, видите, серое бывает, темновато. Скажите, пожалуйста, вот Бараков утверждает, что данная женщина там как-то толкнула, ну, то есть напрыгалась, а потом стала сидеть на землю, то есть не упала, а села на землю на колени. Она, когда я пробежал на нее, она стояла на четвереньках. Она начала там что. Я видел ее со спины. Что-то там она к нему приблизилась, что-то там, и сразу началось все это катавасия. И она стала наседать. А упала на одно колено, не колено, когда я пробежал время, сделал Если не Баракова, она упала на одно колено, а вы говорите, что она упала на четвереньки. Не, она, может, и упала на одно колено, но потом она стояла, когда я еще раз говорю, как она там падала со спины на колено, она стояла на четвереньках. Я утверждаю, что она не падала, она просто села на одно колено. Нет, извините, я вас поправлю. То есть меня потом уже завели в РОВД. То, что было дальше, да, она там стояла или плохо, я же не знаю. То есть я это видел, да? Подождите, Бараков, сам говорит Бухи о том, что после того, как он подбежал, вы еще там стояли, он еще спрашивал, подождите, вы сказали, что он там стоял, я спросил, он начал спрашивать вас, где мои документы, и вы подошли, она стояла на поэтому в этот момент вы там были. Они его тащили, и он говорил, что там медушня была. То есть в этот момент, когда она стояла, вы же документы взяли, говорили, что Она уже стояла, его уже отвели, ему не дали взять документ, его уже повели назад. И я когда подошел, забрал документ. Она продолжала стоять на четвереньках, а в момент падения, ну, она на одно колено упала, или как, но она просто осела на землю. Там никого не было. Никто же не ожидал, если бы специально ожидал, это смотрел, уже все. Спасибо большое, Борис Ильич.
работаете? Временная работа. Что написано полиция? Где проживаете? Бывает район 1988. Знаете вы? Видел. Один раз или Ну, когда товарища его избрали за Россию. я вас предупреждаю по ответственности за отбрасывание в Украину, если не видите, то считаю дальнейшее пояснение, что вам секретаря своей фамилии. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы видели его когда товарища. Да? Когда это было? Можете вспомнить, какого числа это было? Это было позавчера, 23.05, когда его вывозили с территории Ленинского РОВД. Позавчера это озвучите, какого числа было? За 80. Что? Седьмое. 5 числа. Что вы видели в отношении Воронкова? Я видел, как его выводили через ворота двое в красном. Ну, подробно расскажите, каким образом вы ходили, кто выходил, как все происходило? Я дал товарища. То есть я вот это давно, и долго, когда все не успели, буквально час там, уже Ленинского РОВД был. Стояла какая-то женщина. После чего, надолго, довольно стояла долго, минут 20. Она стояла на углу Ленинского РОВД за забором. На перекрестке Семидесятской. А в чем она тебе была? Белая майка была розовой штаны. После чего, то есть я подошел Борису Леонидовичу, развалились на своих личных вопросах, то есть, после чего начали водить, понимаю, одеть двое ужасно. И тут как раз начала идти эта женщина и упала буквально метров, до 3 метра, не хватало, куда дыхала. Она упала сама, то есть. Начала, молить меня, то есть, ударили. А здесь начала включаться эта провокация. После чего его сотрудники, те же самые сотрудники схватили и привели обратно за забор. Выбежал еще один сотрудник только красным, начал, я сначала начал поднимать свою женщину, она говорит, помогите кто-нибудь, я начал поднимать. Потом подбежал еще один сотрудник красным, то есть через главный вход. И начал его поднял и повел его в РОВД. После чего прошло, наверное, минут 40, она вышла, то есть, не хромая ничего, тогда она захотела хромать. То есть валить все, ради уходения. Назад она вышла не хромая, то есть, здоровая. Скажите, пожалуйста, как далеко вы стояли от этого места, где эта женщина была? Метров, наверное, 10. Метров 10. Вы видели конкретно, каким образом она попала? Она шла, такое чувство, что она либо подвернула, либо что. Либо что? Либо когда она подвернула ногу, и то есть упала. А каким образом она попала? Видели? Четвереньки напала. Сразу на четвереньки? Да. Либо каким? Нет, сразу четвереньки напала. Вы когда подбежали, как она лежала? Она сидела, то есть на коленях стояла. Стояла на коленях? Стояла на коленях. Я сначала на нее смотрел, растерялся, соответственно. Она говорит, помогите кто-нибудь подняться. Я ей начал помогать подниматься и подбежал сотрудник, ее поднял, повел в РОВД. Скажите, когда вы поднимали его, пытались подняться, она стояла на двух коленях или... Она держалась за колено, то, которое упало. Потом встала и начала ее под руки сотрудник РОВД, то есть захромала. Перед этим, вот как женщина упала, видели ли вы действия со стороны врагов? Что-либо делал? Он вышел, ничего не говоря, просто вышел, и тут она сразу. Кто-либо какие-то замечания кому-то делал? Женщина врагу, Никто женщина? ничего не сделал. Никто никому. Может, работники милиции делали какие-то замечания? Они вышли довольно спокойно. Спокойно. Кто-либо выражался нецензурными Нет. словами? Такого не было. Никто не выражался. А может, женщина говорила, что меня толкнул, вот этот, на кого-то указывала там, что-то говорила? Она сказала, что ее, то есть, ударил Олесь, хотя это теоретически невозможно постоянно. Так вы это видели или... Я видел, я стоял, получается, я разговаривал с Борисом Леонидовичем. Борис Леонидович стоял боком, я стоял как раз на ту сторону, где это происходило. Она, то есть, не дошла до его, упала, кричит, что меня, то есть, толкнули, ударили. Олесь начал кричать, что это провокация, Борис
по отношению к Буракову, каким образом находилась на коленях? Как перед ним прямо, либо сбоку, либо это сзади? Здесь, получается, стояла возле забора, она стояла прямо посередине дорожки. А Бураков где-то время находился? Возле забора, его несколько сотрудники, да. Так а было какое-то соприкосновение между Бураковым? Вообще не было? Нет, вообще он даже ее не тронул. Ну, просто я недавно на Весенкруге, он доставал по итоге. То есть вы это утверждаете, что никакого соприкосновения вообще между Бураковым и... Ни рукой, ни ногой, ни... Он даже не трогал. Это физически невозможно было. Почему? Ну, потому что расстояние довольно большое было. То есть она шла, споткнулась, я правильно поняла из ваших пояснений, что она шла, споткнулась, то ли как бы, то ли еще чего-то упала, не доходя до Буракова, не касаясь его, упала. Да, это расстояние было между ними и 10 метров, ну, приблизительно, не меньше. То есть теоретически... И сразу как вот она споткнулась, упала на колени, на Она начала кричать, на бока. Она упала. На колени упала. На колени. Значит, гренки, это значит, касается руками и коленками земли. Вот так. Потом она села на колени. Потом села на колени. То есть она не на неком расстоянии от Буракова упала на четвереньки, потом села на колени. Вы стояли спиной, либо лицом к КВД? Я стоял лицом не КВД, я стоял лицом в сторону мойки. Но КВД, получается, с этой стороны было. А Бухин где был? Он стоял, то есть я стоял так вот, а он немного лицом к КВД стоял. То есть его взгляд куда был направлен? Я на взгляд не обращал внимания. Ну, вы разговаривали между собой? Мы разговаривали, но... То есть он тоже смотрел в ту сторону, наверное. Вы как отреагировали, собственно, вы вошли к месту, а потом они побежали к тому месту? Но она упала, начала, то есть сразу знать, помогите, это, меня ударили. Она начала стонать, либо кричать, либо звать на помощь, что она делала? Она начала стонать, помогите меня вдохнуть. То есть кричала или... Она не кричала, она, то есть... Помогите меня толкнули? Да. Я, то есть, сразу растерялся, как бы не сам это делать. Я подошел, сначала начал смотреть, что это ситуация сама, а потом она говорит, помогите кто-нибудь с ним подняться. Я думал, я начал поднимать, но не подняли руку с собой. А Бухли, вы вместе пошли туда, либо... Мы вместе пошли. А? Мы вместе пошли. А кто возле этого Буракова был? Стоял 2 сотрудника штатского. Штатского, ну все, Да, больше никого не было. А он не стал ответить, никого не было. Это 2 сотрудника штатского, да? Третий, который перед главный вход. Третий, который возьмет. Да. Нет. Вы утверждаете эти утверждения. Пожалуйста, вот из пояснения Буракова следует, что несколько сотрудников, то есть его сопровождало практически 4 сотрудника. Но я видел только 2, которые его начали заламывать и выводить обратно в забор. Вы не видели еще 2? Еще 2 не видел. То есть, пожалуйста, а вот в пояснении того же самого Буракова женщина к нему подошла, локтем задела его... Этого я не видел. Вы утверждаете, что не было никакого Столкновения я не видел, то есть это технически невозможно было, чтобы стало на нее или Разрешите дополнить. Показания. Ваш опрос закончен. Я хочу дополнить свои показания. Ваш опрос закончен. Присядьте, пожалуйста. Что я стоял боком. Никого зрения. Я поняла его пояснение, что вы смотрели на него и смотрели на то, что Да, я не оценила, вот это прекрасно слышала. Тут переход к вашему материалу дела, я сделала номер 1 заявление Васильковой от 5 августа 2020 года. Прошу вас перейти к административной
25.08 около 23 часов совершил в отношении меня предательские действия, пожалуйста, несознанное брание, толкнул, чем нарушил мое спокойствие, факт имел место в доме 16 по улице Тимирязевска. Сделано протокол административного задержания, он задержан 5 августа, Бураков Александр Владимирович, 23 часа 10 минут. Буракову подписи не его. Ну, потому что там что написано отказ. Нет, это там отказ от подписи, я написано, что Бураков там подписи. Ну, отказ это должностное лицо удостоверяет отказ. Фамилию обозначить должностное лицо. Это не важно. Ну, как бы отказ удостоверяется подпись должностного лица. Я понимаю, что это подпись не Буракова. Сделано 4 протокол опрос свидетеля Шамилова. Сделано 5 протоколов лица, опрос лица в отношении каждого административного процесса. Сделано 6 протоколов разъяснения прав и обязанностей Буракова. Сделано 7 паспортной рамы и паспорт в отношении Буракова. Сделано 8 протоколов личного обыска задержанного Буракова 6 и 8. Сделано 9 протокол административного правонарушения в отношении Буракова 6 и 8 2020 года. Также вызывался суд Василькова, административное заявление, рассмотрение административного правонарушения по статье 17.1 в отношении Буракова без моего участия, так как уезжая в Российскую Федерацию, добавить указанное меньшего. Я тоже приятно, первое заседание данного Я говорю, что у нас нет оснований выражать данные показания в связи с тем, что или на основании уважительной причины отсутствия лица потерпевшего правонарушения. Поэтому ходатайством о вызове повторном данного лица с учетом того, что действительно проверить, она или не она находилась в данном личности. Данные гражданки установлены с органами ведущими административного процесса. Административный процесс Бураков при этом не участвовал, хотя в указано, что лицо, в отношении которого ведется административный процесс, должен участвовать во всех действиях, и в том числе при опросе данного лица потерпевшего. Но не при опросе свидетелей, ведущих подойдет административный процесс, то есть устанавливается в любом случае данное лицо было личность ее установлена органом ведущим административный процесс, и то, что она находится это является основанием для ее оглашения и объяснения. Поэтому основание суд оглашает ее протокол опроса в судебном заседании. Это протокол опроса, раздел номер 2, протокол опроса от 5.08.2020 года. Не доверяя данному заведению, указываю сюда имеется основание. По данному адресу проживаю одна, сегодня было 23 часов 5 минут, вышел в магазин Евроопт, расположен по улице Тимирязевска, город Михаилова, я пришла домой, по улице Тимирязевска, направление города, около 23:07, куда я проходила возле лесных ворот, здание Минского города, где расположена станция, улица Тимирязевска, 16. В этот момент вышел мужчина, который расположен на улице маленький жест. Когда мужчина оказался передо мной, я испугалась, как мужчина оказался возле меня, я вижу форму процесса его передвигаться осторожно, как он изменил на бухгалтере, проверяющийся стимулятор. В этот момент мужчина вырвался на центральной грани, мой адрес центральной толкнул меня в руку. Я не желал такой развития событий, когда этот толчка упал на землю. Мужчина в этот момент отдали РУД, вышел к телевизору, задержали мужчину. Мужчина приподнялся, если повреждение не причинено. Соответственно, мужчина столкнувший меня оказался Бураков, Александр Владимирович. Больше мне пояснить нечего, спросила постановление. Все материалы оглашены. Еще как-то сюда. Да, по данному делу. Процессуально административно указывает на то, что суд должен принять все меры к полному, всестороннему, объективному, законному
протокол опроса, который был вами вложен. Хотя мы считаем, что не было никаких оснований для оглашения данного протокола, потому как материалы дела отсутствуют доказательства уважительной причины отсутствия данного лица, потерпевшего от действий Александра Владимировича. Но тем не менее, данные показания, они находятся в противоречии с показаниями свидетелей, которые были допрошены как в ходе по материалам дела, так и в ходе судебного следствия. Данное лицо указывает на то, что мужчина выбежал практически, и значит, в этой связи она сделала ему замечание. Свидетель Башаримов, который был допрошен в ходе судебного следствия, и свои же показания он давал в письменной форме, указывает на то, что Бураков выходил перед ним, он выходил спокойно, не выбегал, никаким образом ни от кого не убегал и не выбегал. В этой части показания данного свидетеля и лица потерпевшего данного правонарушения находятся в противоречии. Также свидетельница указывает на то, что значит, Бураков толкнул ее, чего она упала. Свидетели, которые конкретно видели вот это действие, где Бураков якобы наносит удар потерпевшей, от чего она падает. То есть необходимо доказать, что в действиях Буракова была умышленная вина, умысел на то, чтобы причинить вот этой женщине какие-то либо телесные повреждения. В данном случае свидетели данного факта никто не видел. Башаримов указывает на то, что когда он через минуту вышел, после того, как Бураков вышел из этой калитки, он увидел, что он отталкивает вот эту женщину. Если следовать показаниям этой женщины и показаниям Буракова, если даже предположить, что, как она указывает, он быстрым шагом либо выбежал из этой калитки, то, естественно, Бураков, чтобы предотвратить это столкновение, он будет какие-то действия предпринимать, чтобы этого не произошло. Но никаких умышленных действий на то, чтобы причинить этой женщине какие-либо телесные повреждения, в материалах действия, в материалах дела, значит, исходя из показаний свидетелей, которые были допрошены, все это отсутствует. Дальше необходимо сказать, что кроме того, кроме этих показаний потерпевшей, по сути дела, доказательства подтверждения правоты этой женщины у нас больше нет никаких доказательств. Как я уже сказала, все свидетели, которые были опрошены, никто конкретно не показывает о том, что Бураков выражался в адрес этой женщины нецензурной бранью, что он умышленно оттолкнул ее, тем самым нарушил ее спокойствие, как это указано в протоколе по делу об административном правонарушении, и в его действиях усматривается данный состав административного правонарушения по статье 17.1 процессуального кодекса Республики Беларусь. Как я уже сказала, к этому нет никаких доказательств. Статья 2.7 усматривает презумпцию невиновности, где указано, что лицо, в отношении которого ведется административный процесс, не обязано доказывать свою невиновность. Орган, ведущий административный процесс, должен добыть все необходимые доказательства, которые достоверно указывали бы на вину лица, которого ведется административный процесс, что именно это лицо виновно в совершении данного административного правонарушения, что именно он выражался нецензурной бранью, что он толкнул и тем самым нарушил спокойствие этой женщины. Кроме показаний этой женщины, как я уже сказала, никаких доказательств подтверждения этих показаний нет. И по сути дела, работники милиции не предприняли никаких мер к тому, чтобы действительно подтвердить либо опровергнуть значит, показания Буракова. Я полагаю, что территория осматривается не одной камерой, находится очень много там камер, и, наверное, для достоверности, чтобы действительно установить те обстоятельства, при которых либо совершено было административное правонарушение, либо оно отсутствует в действиях Буракова, необходимо было снять все эти видео с камер, удостовериться, посмотреть. Я думаю, что там, наверное, не с одного обзора присутствовала эта запись.
наверное, и нам здесь для рассмотрения в суде, для того, чтобы действительно рассмотреть по существу полное и всестороннее данное административное правонарушение. Как я уже сказала, никаких доказательств не было в подтверждении вины Буракова, поэтому я полагаю, что и в материалах дела, исходя из показаний свидетелей, которые были здесь допрошены, мы установить именно конкретно и достоверно вот эти доказательства подтверждения вины Буракова не можем. Я, например, не могу установить. Да, действительно, есть протокол опроса потерпевшего лица, есть показания самого Буракова, который действительно был ошарашен, он этого не предвидел, не предполагал. И когда женщина падает, возможно, по его мнению, она и оперлась, где-то какое-то было соприкосновение руками к его груди, но тем не менее, как он указывает, он никаких действий к тому, чтобы нанести умышленные какие-то действия в отношении этой женщины, не предпринимал, и тем более никоим образом не выражался нецензурной бранью, как это указано в протоколе об административном правонарушении. И тем более сам Башаримов в ходе судебного следствия не указывает на то, что значит, он видел каким-то образом, что он нанес удар, он сказал, оттолкнул. Но это опять же не подтверждение умышленных действий Буракова. Башаримов не указывает на то, что Бураков выражался нецензурной бранью в отношении женщин. Он сказал о том, что он слышал, что-то там женщина стала говорить, но говорила она спокойно, не на повышенных тонах, то есть не было никакого конфликта, не было никаких предпосылок к тому, чтобы Бураков каким-то образом незнакомой женщине наносил какие-то удары с тем, чтобы причинить ей телесные повреждения и при этом выражался нецензурной бранью. Поэтому, опять же, хотелось бы повторить тот факт, что по делу нет никаких оснований к тому, чтобы Буракова именно подвергнуть административному взысканию по статье 17.1 Кодекса об административных правонарушениях. Я полагаю, что в его действиях отсутствует именно это деяние, нет никаких доказательств, которые бы достоверно, объективно подтверждали именно то, что указано в протоколе об административном правонарушении, который был составлен 6 августа. И тем более хотелось бы обратить ваше внимание, Высокий суд, на то, что ознакомился с этим протоколом Бураков Александр Владимирович именно сегодня утром, когда был выдан этот протокол. По сути дела, до этого он абсолютно не знал, в чем выражались его действия. Нет никакой подписи о том, когда был выдан этот протокол. Бураков указывает, что сегодня утром. Сомневаться в правдивости Буракова у меня нет никаких оснований, поэтому я полагаю, что действительно так оно и было. Но, тем не менее, Бураков указывает, что на тот момент ночью составлялся протокол, в котором он описывал, почему он согласен, не согласен, но в материалах дела данный протокол отсутствует, что также говорит о нарушении процессуального кодекса Республики Беларусь административного. Также хотелось бы сказать, еще раз подвергну сомнению показания потерпевшей, который указывает, что выбежал человек плотного телосложения. Это она указывает в своих пояснениях. Исходя из того, что мы видим, Бураков не является таким человеком плотного телосложения, я бы наоборот сказала, что он не плотного телосложения. Наверное, может быть, это кто-то был другой, либо, может быть, действительно что-то где-то что-то не связывается и действительно подтверждает тот факт, что у Буракова отсутствует данный состав административного правонарушения. Я? Да, хочу. Уважаемый суд, как и на первом процессе, я еще раз заявляю, что мое преследование носит исключительно политический характер. Я уже говорил, что я писал на жалобу вас лично. Кроме того, я писал несколько жалоб на господина Башаримова по первому делу, которое имеет явную политическую окраску. Я считаю, что в стране происходят абсолютно недопустимые процессы, которые превращают всю нашу политическую систему в такое сползание в военную диктатуру. На мой взгляд, на сегодня работники милиции деградируют до состояния уже полной нерукопожатности. У каждого белоруса, наверное, в семье есть, в том числе и сотрудники внутренних дел. Вот в моей семье тоже есть сотрудники внутренних дел. Я хочу сказать, что я буду настаивать в том, чтобы мы
свели к минимуму или вообще перестали общаться с этими людьми, как абсолютно недоступны. Это, в принципе, вот, то, что на сегодня наша страна представляет собой. Я по вот этому делу могу сказать одно, что я лица женщины не видел этой. Я видел ее, как бы, получается, вот уже опускающейся, как бы, сверху вниз. То есть, скажем так, трогал, не трогал, я не видел, но я чувствовал, что какой-то контакт был. Вот так вот, да? Поэтому я могу сказать, что все-таки, да, касание ко мне было. И очень прискорбно, что работники милиции используют вот, в своих целях каких-то людей, явно зависящих от них. Вот. И я хочу сразу заявить, и буду просить одного адвоката, я хочу подать заявление, возбудить уголовное дело против вот этой женщины. Опять-таки буду писать Следственный комитет господина Башаримова. Все это дело считаю спровоцированной, полностью политически мотивированной провокацией в отношении меня. И в исходе дела абсолютно не сомневались, мы все понимаем, что это все в принципе фарс. И все это было задумано только для того, чтобы не допустить моей журналистской деятельности на воле в период избирательной кампании. Для меня все. Для принятия решения 15 часов. Они на самом деле, они вот крутились внутри возле машины. Алина, который работает замечательно. Ну вот, это хорошо. Он делал замечание майскому, чтобы он не работал. Ну что ж, Сабер, Сабер, ви були свідкою, хто слухав, всі готовились судовое такое посаджение. И как бы, как сказать, не оформлены протоколы, ничего. То есть у меня их нет, ни телефона, там, деньги были. Они сами, без офиса. Нет, без протокола просто находится сотрудника. Нет, смотрите, мне в ИВС выдали. Все, отдали, все, и сказали, иди. Они взяли. А? С описью отдали? Чего вам выдали? Да, по описи я расписался, что забрал, да. Но при этом они взяли этот пакет. Но при этом оно находится у вас, да? У меня не находится. Где? Сотрудника, кто забирал его? Он должен здесь в зале находиться в руках. Он должен в руках носить. Или нет? А вдруг мне сказали, что это подложите? Ничего не собираюсь подложить. Вообще не собирал. Я право на эти вещи. Конечно, вам же отдали, вы получили. Нет, а у меня забрали. Но сейчас, вот я так понимаю, они должны... Отдавайте мне мои вещи. Он должен сходить с этими пакетами, пока не решится вопрос. Дедушка, иди сюда. Так, сейчас, Сергей, смотри, сумку. Так, ну, все время зараз візьмемо коментар. Ну, хоча тут, в принципі, вже все зрозуміло. Сейчас я еще раз Ну, господар Олег, як вам суд? Ну, ми бачимо, що суд робить усе, каб знайти які суперечення у тлумаченнях. Тому, щиро кажучи, таке відбувається по всій країні. У мене немає ніяких, як сказати, добрих чеканняў ад гэтых беларускіх судоў. Мне здаецца, што тое, як паводзіць суддя сабе ў працэсе, ўжо бачна, якое будзе рашэнне. Паглядзім 15, пачакаем 15 гадзін, пачакаем, што як яна разгледзіць хадайніцтва аб тым, каб
у суддзі агледзець відэазапісы з РУВД і як пацярпелую гэтую, ну, так званую пацярпелую, бо гэта абавязак суда апытаць пацярпелую ў працэсе. Такіх тлумачэнняў недастаткова. Акрамя тлумачэнняў пацярпелай нічога няма ў гэтай справе. Тут усе, хто прысутнічаў, мелі магчымасць у гэтым упэўніцца. І не апытаць чалавека, які адзін сведчыць, што яго збілі, гэта будзе, ну, апошняе, гэта дно беларускага правасуддзя. Но мне здаецца, што з кожным разам яно дасцігае новых і новых глыбінь дна. Святар Олег, вибачайте, будь ласка, а можна вас? Ну, і яшчэ, це був Олег Агеєв, намісник старшині громадського об'єднання «Баш». Ну, і ще пару коментарів від нашого могилівського керівника Могилівської філії, обласної філії «Баш». Олесь, ви самі присутнічали на усім цьому судилищі, інакше тут нельга назвати. Дав добрий коментар Олег Агеєв, він вельми кваліфікований юрист, були адвокати. Ми всі чудово розуміємо, що це справді повністю політично мотивована справа, єдина мета якої – це не дати працювати Олександру Буракову у період президентських виборів. Эта справа так само подобная справа зроблена і провокація в відносинах ще інших наших журналістів, того ж Володю Лапцевича, журналіста Могилівського регіону, і Олександра Буракова-молодшого, який працює в Могилів Спринг онлайн. Лічу, що гэта мета накіравана тиск на журналістів Могилівщини. І дай Бог, каб він спинився, бо мяркую, що цей шал передвиборчий з боку супрацовників правоохоронних органів може протягуватися. Ну, будемо далі наглядати за розвиттям подій і будемо інформувати. Дякую, дякую. Сябры, ну, дякую за увагу. Я ще раз нагадаю, що ми були свідками на суді над Олесем Бураковим старейшим, якого винуватять за хуліганство коротенько, я не пам'ятаю докладну статтю. Ось, перепинок у суді до 15 годин. Дякую за увагу. Я ще раз просто додам, що крім того, що Олесь Бураков журналіст, він же ще і займається активною правооборончою діяльністю і шмат чим допомагає, скажімо так, людям, особливо зараз у цей період, коли йдуть масові порушення законодавства про вибори, коли просто виганяють назиральників з участків, то тут, ну, ввогуле там і коментувати нічого. Все, я ще раз дякую за увагу. До побачення.